компании Oriflame в звании директора. Сегодня мы с вами поговорим о том, да, я уже поняла, что есть презентация, видимо, это у кого-то было, не видно презентацию. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же мы будем сопровождать наших консультантов. Тема важная, тема сложная, ее просто так быстренько не пройдешь. Я поэтому вам всем рекомендую все-таки заказать и пользоваться вот такой вот книжкой, сделать ее настольной книгой, потому что там эта тема расписана очень подробно. И опять же, имейте в виду, что по мере того, как вы дольше находитесь в компании Oriflame, по мере того, как вы растете, эта тема станет вам понятна уже изнутри, так скажем. А для начала начнем мы с того, что мы с вами приглашаем гостя. Мы с вами пригласили человека на презентацию возможностей Oriflame. Я вам всем, себе, вам, всем вашим консультантам желаю, чтобы каждый, кого вы пригласили на встрече возможности Oriflame, подписывал у вас контракт. Так и будет. И теперь смотрите, мы с вами подписали нового консультанта, и мы должны обязательно провести для него тренинг «Успешный старт». Вот тренинг «Успешный старт» нужно сделать сразу же, как только консультант как только человек подписал регистрационную форму. Поскольку это и есть уже первый этап сопровождения, первый и самый важный. От того, как правильно вы проведете тренинг «Успешный старт», от того, как вы начнете сопровождать вот с первого же дня консультанта вашего, зависит очень многое. Поскольку консультант у вас подписал контракт, и если он ушел просто так, то дома ему расскажут, куда он засунул свою голову, дома ему наговорят оптимистичные соседи, очень много интересного он узнает о компании Oriflame от них. И понятно же, что его вот этот вот порыв первый, он стихнет, если вы ему не дадите правильные установки именно на тренинге «Успешный старт». Там вы должны ему сказать, что он должен делать. Вы должны одеть на него бронежилет, в частности, от соседей, от родственников и так далее. Но эта встреча обязательно должна пройти у вас в первый же день. И вы должны назначить вторую встречу. Обязательно позвоните своему консультанту через 1-2 дня. Вы напомните ему, спросите, как у него дела. То есть не оставляйте его вот в этот период, когда у него еще совсем-совсем он только-только на первом у вас, он на пути еще становления Oriflame, его нужно поддерживать. И если вдруг у вас не состоялась встреча назначенная, позвоните ему через 2-3 дня, поскольку обстоятельства бывают разные. И здесь нас спасает мастер-класс, либо какое-то мероприятие, которое, так скажем, нейтральное. То есть позовите его на мероприятие, на такое, на мастер-класс. Заодно спросите, посмотрел ли консультант каталог, что ему там понравилось, что он выбрал, чем вы можете помочь ему. И, то есть, разговаривайте больше. Как правило, вторая встреча происходит либо при том, когда человек делает заказ, размещает заказ впервые, либо когда он получает заказ. Вот когда он получает заказ, вам лучше всего быть рядом с ним, потому что вы же понимаете, что это приходит накладная, по которой очень удобно. У кого нет звука? У меня есть звук. У кого-то нет звука? Подскажите, пожалуйста. Так вот, когда вы приходите с консультантом на вторую встречу, это при получении заказа. И когда консультант получает заказ, с заказом нам приходят накладные. Очень важно объяснить консультанту, что в этой накладной, что там указано, что как пишется. Вы должны посмотреть и показать ему, чтобы он понял, что у него сколько баллов. Вот здесь вот такая табличка приведена, очень хорошая, где с помощью этой таблички консультант может подсчитывать свою немедленную прибыль. Потому как очень часто так бывает, что люди не замечают вот этой вот разницы. Обязательно зафиксируйте с ним, покажите ему в каталоге цену продукта, покажите ему цену продуктов в накладной, вернее, за какую цену он получил. И покажите все акции каталога, то есть прям плотно пообщайтесь. Познакомьте его с сайтом, расскажите о всех возможностях. То есть вы дайте ему ту информацию, не загружайте его информацией по максимуму, но чтобы ему было понятно, что он получил, какие баллы, какая цена, как ему продавать дальше, да, по какой цене. То есть вот это вот все новичку расскажите. И старайтесь общаться
более так переводить общение в более неформальное. Вот в этом нам очень хорошо помогают мастер-классы. Так вот, мастер-классы – это такие мероприятия, на которых, если вы, когда на встрече по бизнесу, да, или о возможностях Oriflame, там особо непринужденной беседы может и не получиться, поскольку у вас какое-то предложение, у вас это рабочая встреча. На мастер-классе человек более расслаблен, он уже более открыт, особенно когда начинает пользоваться продукцией. То есть это уже такая доверительная обстановка. И вот именно на мастер-классе старайтесь завязать уже более тесные контакты. Если консультант у вас по теплым контактам пришел, если вы с ним были до этого знакомы, то вам гораздо проще налаживать, да, общение. А если человек с холодного рынка, с холодного, так скажем, незнакомый новичок, то на мастер-классе будет очень удобно вам с ним общаться, очень легко его расположить к себе. И дальше что вы будете делать? Вот посмотрите, у вас человек подписал контракт. Вы должны обязательно, после того, как он разместил заказ, получил заказ, назначьте индивидуальную встречу с целью выявления потребностей. Для того, чтобы узнать, для чего он пришел в компанию Oriflame, какие у него планы, да, по отношению к компании Oriflame. То есть встречи и ваше дальнейшее сопровождение должно заключаться в том, что вы будете его информировать, вы будете ему давать мотивацию, поскольку он ее будет получать только от вас, а никак не дома. И обучение тоже консультант будет получать от вас. Разобраться, как выявить дальнейшие его... Пирамида Маслоу, дальше еще о ней будет сказано, это поможет выявить, что консультант ждет от компании Oriflame. И для того, чтобы вам новичка, так скажем, чтобы новичок смог полностью раскрыть для себя компанию Oriflame, вы должны ему дать всю информацию частично. То есть вы должны ему рассказать о дисконте, да, то есть должны дать ему вот эту вот самую первую возможность, чтобы он ее прочувствовал хорошо. Вы должны его пригласить на мастер-класс, чтобы он побольше попробовал продукции. Не все заказывают новички для себя, нет у всех возможностей, да. А сейчас в офисах мы проводим абсолютно, по-моему, любые мастер-классы с любой продукцией. Рассказать ему и пригласить его на wellness-встречу, либо на вебинар по wellness. Затем рассказать ему о бизнесе. Все вот эти вот, для чего вот это вы делаете? Потому что, когда человек только приходит в компанию Oriflame, он еще не определился, для чего, да, и что для него здесь важно. Он, быть может, пришел на ту же тушь, как многие из нас приходили, а затем останется совершенно на другое. Так вот, вы должны дать ему понять, что компания Oriflame предлагает. Все это разжевать. Вот здесь вот еще краткая схемка. Вы вот эти вот все слайды, вся вот эта вот информация есть на сайте. На сайте есть вот это вот обучение, поэтому вы для себя, если вдруг кто-то что-то, либо скрин сделайте, либо записывайте, либо на сайт зайдите и посмотрите вот эту презентацию. Поскольку новички у вас будут появляться постоянно, и чтобы знать, как с ними работать, обязательно сохраните вот такую вот схемку. То есть все, что поэтапно вы должны сделать с новичком. И не забывайте общаться. Если вы пригласили консультанта, то вы взяли ответственность за него. Поэтому все его успехи или неуспехи зависят только от спонсора. Ошибается спонсор, а не новичок чаще всего. Так вот, посмотрите, мы новичка пригласили, и нам стало понятно, либо он вам сказал, что он пришел только на потребление. Что вы будете делать с новичком, который пришел только на потребление продукции? Новичкам, которые приходят на потребление изначально, им очень интересны будут мастер-классы. Им будут интересны какие-то мероприятия, которые такие более БМВ, да, мотивационные встречи какие-то, там, где разыгрываются корзины, там, где какие-то подарки есть. Вот на вот такие вот мероприятия зовите именно потребителей. С потребителями делитесь своим впечатлением от использования продукции. И для того, чтобы у нас с вами цель увеличить товарооборот, и для того, чтобы увеличился товарооборот, именно вот больше по продукции. В чат его по продукции, его не нужно пока в бизнес-чат, да, его именно на продукцию. Но когда вы разговариваете с таким консультантом, имейте в виду, что обязательно
подразумевается, что этот человек может перейти в разряд бизнес-партнера. Это предложение вы должны делать спустя какое-то время. Человек знакомится с компанией, у него меняются какие-то жизненные вообще ситуации, и он может прийти к вам, вернуться, остаться с вами как бизнес-партнер. На продукцию, вот я лично пришла на продукцию, и если бы мне не делал мой спонсор предложение о бизнесе, то я бы так, скорее всего, до сих пор и пользовалась тушью со скидкой. Поэтому обязательно напишите сейчас в чате, кто на продукцию пришел, просто вот прям по обмену опытом, кто из лидеров или новичков или консультантов пришел на продукцию. Вот, Лен, вы тоже на продукцию пришли. И вполне возможно, что вы станете активным лидером. На туалетную воду Марина пришла, да? У кого еще какие продукты любимые? Ну вот что еще мы можем крем купить на экономию? То есть, видите, да, все, в основном, то есть мы с вами компания косметическая, в основном все на косметику и приходим. Это потом уже кто-то быстрее, кто-то позднее, но переходит на бизнес. Вот как мы будем сопровождать потребителей, как вы выясните, да, что он хочет ли, как он хочет с вами общаться, потому что есть еще такая категория потребителей, которые подписали контракт и после этого говорят, не беспокойте меня больше. Таких консультантов нужно оставить в покое, пусть они пользуются, пусть они радуются нашей продукции и периодически, может быть, смс-ку. Обязательно заранее договоритесь, как вы будете коммуницировать, да, потому что не очень приятная ситуация, когда вы названиваете, человек перестает брать трубку, этого не нужно допускать, поэтому сразу договоритесь, я буду звонить тебе тогда-то, либо мы будем общаться в чате, по всем вопросам я для тебя всегда открыт, но ты можешь обратиться всегда и уже договаривайтесь с человеком. И таким людям тоже нужно давать признание. Вот это вот тоже себе пометьте. Потому что есть люди, которые по много лет пользуются нашей продукцией. Это те люди, которые создают пусть небольшой, но товарооборот для вашей организации. Поощряйте их. В принципе, даже простая открытка к празднику, либо поздравление в соцсетях с праздником, либо еще что-то, да шоколадку в заказ вложите такому человеку, который у вас много лет заказывает продукцию, вот шоколадка к Новому году. Вот мы в офисе проводили такую акцию, это было, люди очень радовались, понимаете, такому небольшому подарку. И теперь, когда вы знаете уже, что у вас есть потребители, мы их отделили, это у нас отдельная категория, вы с ними общаетесь, коммуницируете так, как им удобно, и у вас появилась еще одна категория, это продавцы. Продавцы на самом деле это хорошая категория. Их надо любить, холить, лелеять, потому что объем продаж, самый большой объем продаж делают продавцы. Вот сейчас у нас наступил такой период, когда с 13-го каталога все продажи идут вверх. И у продавцов баллы будут. Вот у меня, допустим, личных баллов 250 бывает, там, 350, да, больше не бывает личных баллов у меня. У продавцов, и даже из моей структуры, бывает вот здесь вот сейчас, вот я не вижу, да, наших лидеров продаж, вот напишите ваши максимальные баллы, просто здесь же у нас много структур. В моей структуре максимальное количество баллов в прошлом каталоге было, по-моему, 863, то есть консультант. Понятно, что это продавец. Так вот, также мы будем сопровождать продавцов. Ну, во-первых, тренинг по продажам, тренинг по продукции, им тоже можно предлагать. Во-вторых, рейтинг продавцов. Этим людям тоже важно быть отмеченным. В офисе напишите, да, поздравьте этого человека. Внимание, оно важно всем. И привлекайте таких людей для помощи в проведении мероприятий, потому что эти люди могут вам дать и вашим консультантам очень дельный совет. Если вы сами не умеете продавать, просите рассказывать об этом именно вот таких вот людей. Поскольку вот если я не умею продавать, мне сложно рассказать о продажах. А если человек умеет продавать, это вот есть такая категория людей, то они это сделают с легкостью и научат ваших новых консультантов. Ну вот теперь мы подошли к самому важному, это к ключевому консультанту, да. Для начала, когда мы выявляем, кто из них потребитель, кто продавец, кто ключевой консультант, тот, кто пришел на бизнес, да, тот, кто пришел именно зарабатывать в Oriflame, обязательно выявить, как такого человека можно. Его выявить можно заданиями, то есть если вы, во-первых, ему все интересно. Ключевой консультант будет позитивщик. Продавцы, они могут быть негативщиками, и, кстати, они очень такие, знаете, бывают, да, среди продавцов.
А ключевые консультанты обычно это позитив, и давайте им задание. Дайте ему первое задание, это чтобы он рассказал, вот надо готовить презентацию о себе. Так вот пусть он эту презентацию составит, пусть он расскажет о том, начнет рассказывать свою историю успеха, начнет вот прямо с самого начала, с первых 3%, как он их достиг, как он это сделал. И используйте, вот мне очень нравится цепочка, да, мечта, цель, план, действие, результат, анализ. Вот эту вот цепочку можно использовать абсолютно во всех ситуациях. Поставьте, узнайте, о чем мечтает, переведите эту мечту в цель, напишите план, как достигнуть этой цели, какие действия он должен сделать, посмотрите, какой результат получился и проанализируйте. Делать это нужно вместе с ключевым консультантом, только вместе. Ну, обучение и мотивация это как всегда. Вы можете определить его мотивацию с помощью пирамиды Маслоу. Тема такая у нас есть, я думаю, мы ее еще не раз будем слушать, потому что тема нужная, ее нужно развивать. Вы знаете, психология – это наука такая тонкая, но если мы как лидеры научимся, как новые консультанты, это важно учиться на всех этапах, если мы научимся определять потребности человека, то люди будут более заинтересованными, им будет более, вы будете говорить на одном языке, и легче вам будет общаться, когда вы будете с человеком на одной ступенечке. Так вот, вы выяснили потребности человека, что ему нужно сейчас, да? И после того, как вы выяснили, после того, как вы знаете, что он, зачем он пришел, что он готов, в какое время отдавать в компании, вы ставите ему, спрашиваете его, вернее, какая его мечта, какая сумма необходима для исполнения какой-то его мечты. И вот это вот такая таблица хорошая, то есть вы показываете своим новичкам вот такую таблицу и спрашиваете, на каком уровне он выполнит свою мечту. На каком из этих уровней его будет устраивать доход в нашей компании. И уже в зависимости от того, какую планку человек себе на данный момент поставит, в зависимости от этого и будут уже расписаны ваши действия, все, что вы будете с ним делать. Ну и когда у вас появляется ключевой консультант может появиться буквально за самую первую встречу, да, если человек придет именно на бизнес, то отнестись нужно немножечко так, как на нормальной работе. То есть на нормальной работе нельзя просто прийти, попить чай и уйти и получить после этого хорошую зарплату. Нет, здесь все должно быть, установите правила. У вас должна быть обязательно планерка с вашим бизнес-партнером. Он должен отчитываться о том, что он сделал. Вы должны с ним проводить какие-то мероприятия для того, чтобы у него, да, был рост. Дневник успеха – это вот рекомендации лидеров из Белгорода, как раз Ирины Дмитрия Кулешова. Посмотрите, интересная очень схема, то есть дневник успеха, который ведет консультант. И вебинары от директоров у нас в нашей команде, плюс еще в том, что директора разных структур ведут вебинары. Ваши люди могут послушать какого-то одного директора и услышать у него то, что они не услышали у вас. Точно так же, то есть это как перекрестное опыление. Но обязательно контролируйте консультанта, не отпускайте его, будьте с ним прям вот плотное сопровождение должно быть. И для того, чтобы консультант стал профи именно в рекрутировании, он должен пройти вот это вот, прям вот такую вот школу для рекрутеров. Он должен обязательно изучить план успеха, потому что он не сможет приглашать людей, если он не будет знать, куда их звать, на что их звать. Составление коллажа мечты. Коллаж мечты прям это, знаете, такое сопровождение, и уже прям отношения более укрепляются, потому что когда люди создают коллаж мечты, они больше раскрываются, вы больше их узнаете, да? Но обязательно список имен, то, о чем говорили вот на вчерашнем вебинаре как раз. Обязательно пройдите школы какого-то личностного роста, то есть вот такие вот ему обучающие семинары, найдите там, вместе с ним съездите, либо на вебинаре посетите. Обязательно составьте с ним навык работы с возражениями. Это есть как раз тот самый бронежилет. Пусть ваш новичок будет подкован, пусть ваш консультант не боится возражений. Для этого вы с ним должны вот это вот все пройти. Да? Составьте 5-минутную презентацию, чтобы в любой ситуации он мог ее использовать. Ну и обязательно должен консультант и работу с каталогом знать, знать, о каком продукте он говорит, потому что обычно у нас покупают именно то, о чем мы
сами знаем хорошо, то, чем мы пользовались, то у нас и пользуется спросом. Поэтому он должен у вас быть подкован и в продукции, и в проведении мастер-классов, и в продукции wellness, конечно же, поскольку это один из самых больших таких сегментов нашей продукции. Ну и вот какие ошибки бывают в работе? Отсутствие цели. Вот когда вы не поставили с вашим консультантом, понимаете, когда мы сопровождаем человека, это значит, что мы идем с ним рядом. Это не просто, что мы ему только советы даем, а мы идем рядом. И вот если у вашего консультанта нет цели, то это вы с ним не поставили ее. Поэтому нужно обязательно помочь консультанту с определением цели. Ой, извините. Ну и золотые горы, да, это подстраховать, вернее, предохранить даже вашего консультанта и самих предохранить себя от того, чтобы да вот ничего делать не надо, а все приходит само, здесь все легко получается. Нет, нужно описать и сказать, что для того, чтобы получать реальные хорошие доходы, нужна реальная работа, то есть такая же работа, как везде. Информационный ливень – это то, что мы очень часто делаем на первой нашей встрече. Это когда человек сел, и вот уже 2 часа длится презентация, вот уже и 3-й час пошел, да, а конца и края нашим познаниям нет, поскольку мы с вами уже лидеры, да, в основном, и мы знаем, что нужно говорить, и говорить мы это можем бесконечно, и человек в итоге уходит настолько, то есть он ничего вообще не поймет после такой презентации, поэтому здесь нужно дозированно давать информацию по мере ее необходимости. Ну и работа за рекрутера, это тоже очень часто бывает. Вместо сопровождения мы берем на себя такое ощущение, что у нас там прям инвалид в коляске, да, которого мы хотим, за которого 100-метровку пробежать. Нет, на самом деле не нужно делать ничего за рекрутера. Какие ошибки бывают у нас как спонсоров? Заказ привезем, что еще сделаем? В маршрутке поехали на семинар только, я тебя в маршрутке заплачу, ну и так далее. То есть здесь перегибов бывает много. Это не сопровождение, это медвежья услуга. Потому что если мы делаем за нашего консультанта какую-то работу, то мы его делаем слабым. Здесь нужно что? Здесь должностные обязанности у консультанта. Если он пришел к нам в компанию, то у него есть должностные обязанности, неважно на каком он уровне. Если он как потребитель, то его обязанность сделать заказ, его обязанность оплатить заказ и так далее. Если это продавец, то у него тоже свои обязанности, он должен этично говорить о нашей компании, да, там, он должен делать заказы, то есть какие-то вы должны договариваться с ними так, чтобы у каждого были свои обязанности. И вот, знаете, еще есть такая в сопровождении ошибка очень часто. Те люди, которые лидеры, они любят самостоятельность. И нам, конечно, очень нравится, когда консультант самостоятелен, но не забывайте, пожалуйста, что 80% вашего времени вы должны отдавать тем, кто стремится к работе. Он сам делает очень многое, он потому и ключевой консультант, что он эффективный. И ему же нужна большая часть вашей помощи. То есть 80% тем, кто сам хочет работать, кто хочет достигнуть результата. И 20% вашего времени вы должны тратить на тех, кто разместил заказ, не разместил. То есть бывает же у нас таких еще много людей, которые в акции вступают, когда подарки хорошие, да, либо когда спонсор позвонил, он проснулся, очнулся, сделал заказ, разместил там, либо подписал кого-то. Но этих людей обязательно нужно оставлять. Их нужно через каждые там пару каталогов, акции теребить еще куда-то и обязательно говорить о возможностях. Каждый раз рассказывать, как кто-то, особенно кого он знает, достиг каких-то успехов. Либо, то есть мотивировать, да, такое немножечко подзуживать, так скажем. Вот это вот основные этапы сопровождения консультантов. И сейчас еще очень важно, вот у нас с вами обучение через вебинар. И это здорово, это такие тоже неограниченные возможности. На самом деле через онлайн сейчас можно сделать все. Вот я благодаря судьбе, либо, как это сказать, переехала в другой город с основного места жительства, да? И, казалось бы, все оторвано от мира была бы, да, вот от того своего. На самом деле, с помощью скайпа сейчас мы общаемся абсолютно со всеми людьми, такое ощущение, что мы в одном городе. Поэтому здесь нужно использовать возможности онлайн. И, вы знаете, через
через онлайн можно, ну, помимо обучения, помимо каких-то вебинаров, можно точно так же проводить мастер-класс. Вот сейчас по окончании моей презентации у нас с вами как раз состоится такой мастер-класс. Я вам желаю не отключаться, достать все свои косметички и посмотрим, как это будет онлайн выглядеть, и попробуем. Я думаю, что будет очень интересно. Ну и плюс еще у нас все люди сейчас есть в чатах, есть в Одноклассниках, на Фейсбуке, то есть абсолютно все в интернете. И это тоже очень здорово. Мастер-класс, Катюш, сейчас Юлечка все расскажет, видимо, она сказала приготовить пудру, там, косметичку всю. Будем смотреть, что она расскажет и что мы будем делать. То есть через онлайн мы можем делать сейчас абсолютно все. И пытайтесь перевести ваших консультантов, чтобы они в Одноклассниках и так далее не просто сидели и читали какие-то там новости, что там анекдоты и так далее, а именно, используя для себя, использовали вот этот вот безграничный наш интернет. Плюс вы можете с ними общаться через интернет, посылать письма какие-то для новичков, посылать инструкции для действия. Вот это вот все мы можем делать через интернет, и независимо от того, где мы находимся и как. Ну и в заключение, хотелось бы, чтобы для нас с вами стало это понятным, стало такой аксиомой, что если мы хотим расти и развиваться, то обязательно должна быть налажена система сопровождения консультанта. Вы должны четко знать, на какой у вас сейчас ступенечке ваш консультант, что в его голове, какие у него планы, до какого результата он хочет достигнуть, и вместе с ним идти к этому результату. Вы должны его мотивировать, вы должны его наставлять. Наша с вами работа, даже в этом, где внутри есть и профессии, мы числимся как оказание информационных услуг. Так вот, это оказание информационных услуг не только нашим потребителям, которым мы каталог показываем и даем информацию о компании, это в первую очередь оказание информационных услуг для наших с вами консультантов. Ну и вот в сопровождении помните, что нуждаются абсолютно все. Новички это как самые такие нежные, да, самые еще чувствительные, которых надо прям каждый день, да, желательно с ним общаться, хотя бы первые 3 недели, первый каталог. Потребители, которые тоже чутко реагируют на все, то есть там вот какие-то изменения в каталоге происходят, поддержите, объясните, что и как. Ну, продавцы и, конечно же, ключевые консультанты, все. Вот еще раз я хочу сказать, что у нас эта тема будет с вами повторяться неоднократно, будут проводить ее разные спикеры, и я вам советую ее слушать постоянно и прям мотать на ус. Из каждого из вебинаров вы что-то для себя нужное обязательно возьмете, что-то подчеркнете и сопровождайте ваших консультантов, сопровождайте их не только вот в этой вот нашей работе, она не всегда простая, эта наша работа, она бывает сложная. То есть, да, слушайте, впитывать, Марина. Когда вы начинаете приглашать консультантов, у вас образовывается какой-то коллектив. Так вот это же, его же надо уметь разруливать, все эти отношения, вот это вот все мы должны уметь делать с вами. И в итоге я желаю вам, чтобы вы сопровождали их не только в этой нашей замечательной работе, но и сопровождали они вас на конференции, на банкеты директоров, на различные мероприятия, это не на различные, а на все мероприятия компании, чтобы везде вы с ними были вместе. И со временем вот это вот сопровождение, оно перерастает в дружбу, в настолько крепкую дружбу, что вот сейчас у меня консультанты мои, это даже отношения, это не просто коллеги, это лучшие друзья, с которыми вместе и в праздниках, и везде, во всех. Да, это цель. Цель, чтобы ваше сопровождение вот такое вот перешло именно в такие отношения. Высокие, так скажу. Всех тоже целую. Спасибо вам всем за внимание. Сейчас не отключайтесь. У нас сегодня будут уроки красоты замечательные. Вы узнаете, как сделать макияж, чтобы выглядеть хорошо, практически без макияжа. То есть макияж натуральный. Но у меня на этом все. Спасибо вам огромное. Все загадывайте желания, пока летят эти шарики. И ждем Юлечку, не отключаемся. До новых встреч!